Вон и Ваня второй окунь. 2-2. Нашли мы окуневую ямку. Смотри, как далеко от берега, да, получается? В ямке он собрался. Так. Ну-ка, сейчас вот мы здесь и попробуем донбасскую приманку. На Донбассе окуней тоже много. Да. Если что, я так и скажу. Говорю, вон ваш земляк Иван Григорьевич здесь. Клюйте. Я на Донбассе. Ну, конечно, у меня племянники. Вон такой рачок. В Старой Игнатовке. Блин, а что это такое? Ну-ка, с той стороны. Опа! Да без же головки кинул. Что-то я не то сообразил. Думаю, что так легко. А и что там? Ух ты, под лодку прет. Кабан. Ух ты, кабан. Прет под лодку, удочку согнул. Блин. Ты что, парень, ты красавец. Мне Так, твои нравятся. время без 5-6. Только-только начали ловить окуня. Так, ну что, попробуем. Оп, вот, дергало. Вот так вот и раз. Гулял вдоль. Да, бля, Вот, опять. Он, опа, он за жопу дергает его. Бля, смотри. Блять, комар ест. Это куда-то Оп, запутался. опа, дергает, Вань. Дергает личинку. Конечно, он додергает. Он за жопу дергает, а двойника не хватает у него. Он как бы не азартно. Тут еще и течение, кроме глубины, есть. Ага. Я по течению так раз, а по проводку. Он так интересно гуляет. Мне клевало здесь. Вот он. Прям под лодкой стоят, да, получается? Ой-ой-ой. Вот цапает. Вот он. Оп, ушел. Он за жопку. Так. Да через верх, через туда. Тихо. Ну, блин, еще леска тут. У меня сошел, Вань. О, на желтую взял. Поменял опять желтую. Вертикальная игра, и все-таки твистер, видать, хвостиком виляет. Желтый ему все-таки больше нравится. Глубина хорошая здесь. Конечно, мне же не на дне. На блесенку, да? Да вот, блесенка, да. А на глаз не пробовал? А? На глаз. Нет. Пока не пробую, пока я именно. Так, еще две проводки. Если не клюет, я тоже, пожалуй, удочку достану. Так. Не достань тоже, Вань, черечка, пожалуйста. На. Пожалуйста, куда-нибудь сюда вот кинь. На ведро положишь. Тоже сейчас попробуем. Немного подшаманила свою 6-метровочку. Подлечил, можно так сказать. Теперь раньше у меня 5-е звено от 6-го вылетало. Клеем нитками намазал. Теперь оно даже не раскрывается. Раньше вылетало, теперь даже не открывается. Смотри, видишь, переборщил, клей застрял. И не знаю, разработается когда-нибудь, не разработается. Но там надо перетереть эту всю беду. Еще окушок. Ремонт удался, блин. О, вышло. Ну, блин, ну вот это мне... Все, слишком не буду. Нормально. Чтобы держалось и все. Нормально. Лодка едет. Рыбачки, наверное, уже
Ведра, ведра наловили свои. Съел. Как это можно съесть? Так, глубин. Смотри, перышко поставил. Все. На пустую блеснул. На пустую? Да, на пустую крупнее взял. А. Блин, у меня червячок уже чуть не убежал. Он живой, оказывается, был, да? Да. У меня вчера живые. Вообще на пустую? Вот, вон, смотри. Вот, Ничего нету. ничего нет. А у меня на этот раз не блесенка, просто крючок, червячок. Так, ну-ка, а мне что? Клюнет, не клюнет? Мне не хочет. У меня не блесна, у меня просто крючок и не хочет. Ты глубину, наверное, Маленькую. Вон. Вот на 10 сантиметров ниже сделал. Возле дна, да, не получается? Вот. А, вон как глубоко. Ничего себе, здесь ямка. И то еще, он не на дне, он еще до дна БЗ. О, и меня клюнуло. Ну, хорошо. Все. У меня глубина. Так. Ладно. Пока червячок есть, глазик не будем. Поплавать с глазиком. О, а мы думали, где окуни, да? Да. Они, оказывается, все под нашей лодкой. Да, сопровождает лодку, не собиралась. Все под нашей лодкой. Сейчас, наверное, они сидят и думают, ну зачем тот кинулся на ту резину? Зачем он нашу стайку показал? Да, блядь, предатель, сейчас пойдем пизды дадим. Он тут у нас, давай, приходите. Да-да-да, все сюда. Поможем. Бейте сколько можете. Да бейте, блядь, сука, я бы тоже, предатели. Они, походу, под нашей лодкой прям сидят. Да. Рядом с лодкой. Вот здесь, вот, смотри. Вот, кидаю, он у меня поплавок. Угу. И сразу сейчас клюет. Блин, сглазил. Сглазил. Ага. Янцикаден забыл сказать. Энцкаден. Энцкаден. О, видишь, Янцикаден сказал, сразу клюнуло. Да. Волшебное слово. О, и глаз сработал. Вот он, вот он, вот он. Янцикаден. А, глаз. Ты съел глаз, у тебя тоже попрошу. Око за око. Зуб за зуб. Все, ты лодка пристала там, где я зеро видел, не? Не знаю. Где-то пристала. Глазик. Окуневый. Окуневый. Свежий. А этот подошел, говорит, а я где-то видел его, видел. Видел, вот. Вот этот, говорит, я его видел. Конечно, Вы что, своих друзей по глазам не узнаете? да. Так, активного клёва на удочку я что-то тоже не вижу. Ну, как у меня-то. Григорьевич ловит, а я не ловлю. Это был. А, у тебя блесна просто заколдованная. Да, я говорил, я же сделал блесну. Ну, Сам запаял? да. Я насаживаю. Да. Насадил. О, Ивана окунь. Короче, к глазу прибавил червячка еще. Посмотрим, что они на это скажут. Комбинированную насадку сделал. Бери одно, второе в придачу. О, есть поклевка. Второй бесплатно. Что-то было. Клюнуло и плюнуло. Нет? Опа, нифига себе. Это что-то большое. Ясь. Это был язь. Это был язь и ушел.
Это был... Блин, удочка загнулась, 3 погибели, блин, конечно, она даже не это. Надо было тянуть попробовать, да? Да, А, подкрутить этим катушкой. пушка. Блин, был язь ушел. Там удочкой так Был язь и ушел. Но вы видели, да, его кабана этого? видели. У, хороший, да. А я так думаю, кто на это? А это говорит, я, видишь, какого Я. этого жирного червя-то. Поставь это ведерочко сюда, Вань, куда-то, Ну, вот. на чемодан. На баян. Что, зря баян тащили, что ли? У тебя мало, да, червей? Да. А вон. Вон. О, это кусочек, ладно, это. Он жирный. Во. Блин, смотри, жирного сразу я взял. А эту резину не брал. Или он только что, может быть, подошел. Ну-ка, повторения будет, нет? Где-то возле берега. Надо чуть-чуть подтянуть, а то у меня слишком сильно удочка загнулась от этого, Берега будет с ним. от веса. И все. Если бы не мотор, он бы полез, об мотор ударился. Ты что на мотор тянешь? Он же сбоку. Да я хотел, а он сам... Тем более. Надо мотор отпустить, кстати. Он слишком... Тем более стоит боком. Он... Вот, а видишь, было бы так, может быть, он это... Дал мне удочку, я перебираю. Все, по воде притащили. Это же язь. Смотри, у меня когда клюнет, я тебе покажу, как надо вытаскивать. Язя? Да. Ну, он не один подходил, конечно. А у них губа, видишь, он об мотор ударился немного и порвалась губа. Он на всю жизнь запомнил. И разогнал. Вот все. он. Что-то еще клюнуло. И разогнал все. Вот, Опа. язь. Нет, окунь. Да. Окуневый ясь. Полосатый. Язевый окунь. Что ты, блин. Ясь только нашумел здесь, получается. Да. Отогнал от лодки, блин. Интересно с ним бороться. Но. Приятно так. Вообще хороший парень. Да. Что взял. Пусть даже и ушел. Пусть даже ушел, Доставил но пару знаешь, секунд. Пару секунд удовольствия. Да. Я не знаю, это случайность или совпадение, но совершенно случайно нашел аттрактант Без карамели. без карамель. Аттрактант карамель. И окунул червячка в карамель. Закинул, сразу поймал окуня. Ну, дядя Ваня у нас без карамели всякого окуня ловит. Кстати, язь может, да, на карамельку-то хапнуть? Может быть. А, запах такой, хоть О, ванильная такая, ванильная штучка. Карамель-ваниль, да. Можно даже машину ставить, наверное, и машине вонять будет карамель, ванилью. ванилия. Ванилина. А вот у меня на глаз. Не хочу. Все, солнышко уже, Село. ну, уже садится, да. На глазах сейчас оно сядет буквально за 5 минут. И будет уже темнеть. Время 6:30 у нас. Давай. И солнце еще светит, а уже начало темнеть. Заметил, да? Ну, Только-только вот оно за тучкой там уже скрылось. Зрелище, конечно, красотень. Если бы не машкара, вообще бы красиво было. Тепло, потеплело. Вчера было прохладно, сегодня... Вон я в летней куртке. Футболка, летняя куртка и все, больше ничего. Карамель распугала всю рыбу. пошли они за запахом по воде. Ушли. Да. Опа, Я говорю, плещется у берега. где ты? Где-то он плесканулся. Берега плескал. Так, пора, наверное... Опа, клюет, что ли? Точно клюет. Опа. Язя. Нет, поменьше. И окунь. Окунь. Второй раз он был. Хороший окунь, он. Видишь, О, это так. по карамелице лишили. Так, у меня уже от червя осталась шиша головка. У меня вообще нет, у меня вот глаз. Просто блесенка. А глаз зацепил? Да. Глаза стоят лисенка. Глазливые. Ну не берет. Ну, с глазом. Ну зато с глаз. Все. Сейчас солнышко еще ненадолго выйдет.
под тучкой там просвет есть небольшой, и все. Больше Если тучка не туда идет, по солнышку, то выйдет. прекрасный закат. Не знаю, почему говорят, сегодня был последний хороший день, но вроде Будет хороший. вроде денек хороший. Завтра будет хороший день, не расстраивайтесь. Будет клевать. Куда хочет. она денет? Есть желающий. На боковой крючок. Такой Видишь, он, да, Ивана Григорьевича блесна самодельная, даже отцепить не можешь, да, так цепляется. Оп, у меня есть. Опа, нет, уже нету. А был? яська, наверное. Не знаю. Ну ладно, веди их сюда. Блин, ты достал уже меня. И весь мы всю мою сумку уже забрызгали. Дружная компания это. Так, солнышко все из-под тучи ушло. Промежуток светлого еще мы видим. Сейчас скоро оно вообще спрячется. Вот такая красота. Обалденно, просто все. Красиво. Так, в той ямке у нас рыба закончилась. Подъехали ближе к берегу. И мне кажется, мы сегодня до ночи опять застрянем. Поклевки немножко есть. Штук сколько? Штук 7-8-то поймали, наверное, уже. Вот, Иван опять. Вот тянет. Главное, интересно, одно время 4 штуки я поймал у Ивана, молчало все, да? Я на резину. Иван, все, теперь все, у меня резиновые окуни отстали опять. Значит, опа, вот это был удар. Или что это было, не понял. Нет, вот. Окунь, 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 окунь. Окунь. Сейчас оттуда пригоню их. Сейчас вечерком, может быть, поклюет. Резину у меня задолбали уже. Всю порвали уже, разодрали. Но клюет. На желтую клюет. Опа, вот желтая. Вот желтая. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Окунь, окунь, окунь. Сейчас специально сразу же поставлю экспериментально донбасскую. За ним еще. Вот так вот донбасскую. Посмотрим, есть, нет разницы. Когда клюет. Вот сейчас вот 2 окуня вытянул сразу. Донбасская на вертикальную вообще хорошо должна взять. Она же как вот, во, видишь, работает. Значит, когда работает, и все работает. Смотри, заглотил как жадно. Донбасс рулит. Вон вертикальная проводка, раз. Личинка, стрекозы. Блесна, блесна. Личинка, Самоделка. личинка, Блесна, самоделка. Личинка. Бери, бери. личинка, стрекозы с Донбасса. Бери, бери, бери. Что, Серега зря старался, что ли, а? Бери, 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 бери. Ох ты, я промазал. Так, ладненько. Опа, ты кинул через удочку. Сейчас. Так, попробую. У тебя удочка без колец, что ли? Без. Вот кольца, блин, поснимал. Зачем? Куда-то положил. Потом, думаю, приклею. А, перебирал удочку? Бери, бери. Удочку перебирал? Да, А, ты поменял звено? да. И потом, думаю, А, со старой удочки донора нашел? да. Видишь, это одно синее, то черное, то красное. А, у меня и почему-то разные не подошли. Я тоже хотел перебрать одну удочку, сделать. Разные. Даже вершинки все разные были. Не хочет. Сразу главное хлопнул, а потом не хочет. Так, раз, оп. Это что, зацеп. Видишь, ему надо свободную проводку вот этой приманки. А тут сразу свободно делаешь, она на дно ложится и цепляется об траву. Это чистое место, где, да. Ну, Да, где-то на песках. на песках.
Ну-ка, ну-ка. Ранька такая. Вот молодец. Вот это рыба. Не хочет. Оп, нет, есть. Опа, это кто? Щука, Ясь. щука. Щука. О-о-о. Ну, тащи быстрее. О, Серега, Работает. смотри, сработала как хорошо твоя приманка. Так она заглотила вообще. Заглотила хорошо. А я, видишь, проводку тяну, промежуток делаю, она падает. Тяну, она падает. И вон, Хорошо, что у меня на удочку не взяла. да, так бы это. Вон заглотила до Кудова. О, Без поводка бы, смотри, вот да, такая. да. Смотри, щучка хорошенькая. Хорошая, да. Так, как только тебя освобождать-то, ни зевника, ни пассатижа, ничего нету. Через жабры отсюда вы. Да я это и думаю. Я как увидел то, что там уже пол поводка торчит, я и уже успокоился, думаю, ах ты, а тут что, двойник же у меня. Нож дать? Нож-то не надо, только сейчас, лишь бы он не дернулся. А то я уже там, ай. Пробуем с этой стороны. Он бы не сошел, хрен сошел бы. Ну, конечно, куда там? Двойник, Двойник, да. двойник и, считай, по самую глотку. Ай. Так, отцепил-то отцепил. Пасть открой. Все. Вот так вот нашли мы щуку. Клюнула щучка. Нашла. Мы нашли. Донбасская приманка. Мы, конечно, бы, если б- Сработала. видишь, а эта щука тут и плюхала в траве. Может быть. Что она пусть Она так и будет. сюда пришла. Что-то она перевернула мне это. Моего. Ну, она же крутится. Вот так вот. Что-то она покусала моего Резина. резина. Это уже она вышла, видишь, на охоту. Да, вечереет, солнышко село. Да. И все. Опа, еще что-то было. Это окунь, скорее всего, был. Ну. Стрекоза, личинка, съедобная, резинка. И вот и щучку поймали. Одного хариуса, одну щучку. Разновидность. Да, язиков. Сколько? Штук 7-8-то точно есть, наверное. О, клюет, да, или что? Да, клевала. Смотри, червя кушает. Ты на червя, да? Да. А я на окуневые глаза не хочет. Резину что-то вообще перестала после щуки. Наоборот должна, да? Мы зубастую поймали, там они должны успокоиться, блин. Так, попробуем глубину поднять. Тебе высоко? Нет? Что, крючок Разогнул крючок. загибается? Нет, я загнул ее как бы потихоньку так на сторону смотрит, ну пусть. Смотри, не хотят глаз. Ну ладно, не хотите, как хотите. Свежий глаз поставил. Пусть плавает, там может кто-нибудь подплывет. Покидаю резину еще. О, вот только взял спиннинг и начал клевать. А так вот. Да, мощный окунь. И глаз целый. Вот сейчас опять вот поставлю, да, возьму спиннинг, и он клюнет. Смотри, солнышко село, да, как быстро темнеть начало. Да. Оп, у меня есть, давай, жуй. Ну, жуй, что тебе не нравится. Вот, ох ты, хороший. Опа. А клевал, как не знаю кто. Так, ну что, друг, давай мы тебя попросим наживочку. Опа. Так, теперь два глаза у меня.
На один глаз клюет, на два клюет. Опа. Может, о, и у меня клюнуло. Может, сейчас балансир попробовать? Темно. Вечерний клев называется это, да? Ага. На вечерней зорьке. Да. На место, на место. Ну. Ну вот я хотел оставить удочку, блин. Ну нет, вот клюет. О, летят утки, большая стая. Сели аж шумом. Да. Ох ты, бля! Чё? Что-то было Серьезно? серьезное. Что-то было вообще серьезное. Я не должен. Да не знаю, такое ощущение, как зацеп был аж, блин. Может, правда, и зацеп это и был, не знаю. Расклевало какое-то. Ну, клевало, да. И ничего, как бы. О. Ты так тащишь, как будто у тебя килограмм там висит. Да, красиво так ходит, блин. Так, удилище мягкое. Это которая у тебя 72-го года, да, удочка? Да. После ремонта? Вот сейчас. О, Вот он, который у тебя. ты на червя, да? Да. Ну-ка, почему? Если... Опа. Чуть было, не было. Да. Смотри, здесь у меня тоже на глаз клюнул. Вот он. Ты их тут прикормил, походу? Походу. Так, скоро минут. Сейчас посмотрим время. 25 минут 8. Уже темнеет, 8 часов. 8 часов будет уже темно. Поклевки. Опа, о, вот и поклевка. Только что хотел сказать, что поклевки прекратились. И на середине прямо клюнул еще один окунь. Так что у нас поклевки не прекратились. Вот тут такая красота. Одна щука, штук 7-8 язей. И окуней, я не знаю сколько штук. Будем рыбу чистить. Штук 30-40-то, наверное, есть, да? Пол ведерочка, наверное, мы поймали наших, как обычно, всегда. А подробнее мы, конечно, покажем вам уже при чистке рыбы. Это уже под фонариками, потому что в избушку мы приедем, по-любому будет уже темно. На улице полный штиль, комары. Я пока в тонкой летнем костюме, пока мне даже не холодно. Ну и не жарко, как днем было. Все. Пока выключаемся, рекламная пауза, встречаемся уже возле избы, да? Я. Я, конечно. Звичайно. Натюрлих. Так, время у нас 20 минут 9, а на улице уже все. Темень сплошная. Мы прибыли на берег. Почистили рыбу. Покажи, сколько рыбы мы сегодня поймали. Почистили хариуса нашего. Вот он. Да, малосолку. Сделали малосолку. И Иван сказал, что ничего с нашей рыбой не будет, так как вся рыба вон живая, то, что поймали. Это вот столько вот у нас окуней, подъязков. Вот. Щучка наша. В общем, решили оставить до завтра. Воду не вычерпываем с реки, с лодки. Потому что если мы это сейчас начнем чистить, будет очень долго. А так как вода уже холодная, ничего с ней не будет, тем более она живая. Завтра утром на рассвете и почистим. Да? Я. Так что мы собираемся, собираем шмотки и идем в избу. Да. Итак, доброго вечера, друзья, товарищи. На часах у нас 35 минут 10. Ну, грубо говоря, пол-10. На улице уже темным-темно, и мы где-то вот за это время, 1,5 часа, приготовили покушать. Ну, в принципе, мы привезли все готовое. Растопили печку, костер, вскипятили чай, чайничек. Все готово. И рыба наша уже, вот наш хариус, Доходит. тоже доходит. Вот такой вот вкуснящий хариус. Вот такой, ай, вкусняшка, ай, вкусняшка.
Ой, прячь, это Да. слепить. Харис у нас один, так что будем его делить поровну. Окунь, щука, несколько язей. Все стоят лодки. Ладно, завтра будет день, будет пища. Че, напиток власти попробуем или Да. рыбацкий напиток? Ну, начнем с власти, за власть. Да? Все-таки за власть. Ну давай. На, кишт. Да, я боюсь. Не бойся, это свои ребята. Да. Они не отравят? Нет, никогда в жизни. Я за них голосовал. Да? Конечно. О, видишь, цвет какой, цвет. Натурпродукт. За наше счастливое детство спасибо, родная страна, да? Коньяк, конечно. Чё. Сегодня мы даже со стеклянных стопочек пьем. Потому что наши железные стопочки остались в Троицке. Еще, как говорится, не бывает бочки меда без ложки дегтя. Сюда-то мы что приехали в основном? Первой причиной, что было нашей поездки сюда, как вы помните, неделю назад у нас была трехдневная рыбалка с Иваном Григорьевичем. Мы приезжали сюда, провели одну ночь, убрались, собрались, уехали. Думали, переночуем в другом месте. Вторую ночь приехали опять сюда, опять разложились. И многие из нас уже, конечно, видели, из вас тоже. У меня была такая диодная лента, это освещение, вот на потолке была диодная лента и повербанк, от которого шло наше освещение. И утром, если помните, я быстро-быстро собирался. А нет, это второй день ролик, ну все равно. По-быстрому собрался и оставил повербанк и эту ленту здесь в избушке. И когда я сейчас начал собираться на дальнюю рыбалку, очень далеко вы это скоро увидите, я обнаружил, что у меня нет ни повербанка, ни диодной ленты. Мы приехали сюда в надежде, что все здесь на месте, как мы оставили, но не тут-то было. У кого-то руки длинные, у кого-то руки поганые. Так что большая просьба, не надо мне возвращать. Поставьте, положите туда, откуда взяли, если вы не козлы конченые. Я больше не знаю, кто из избушек берет, тот... Ну, последнее говно, у меня слов больше нету. И это не рыбак и не охотник, а это черт, чертила, блин. Вредитель. Да, зачем брать чужое? Кстати, у меня уже второй повербанк с избушки. Один с избы Баранова ушел у меня повербанк, также оставил ненадолго. Приехал, уже нету повербанка. Новый, вообще нулячий. Вот такой же, который сейчас у меня освещает. Я потом с Алиэкспресса точно такой же заказал. Ну и этот еще вполне добротный повербанк. Благо Юра Кулагин мне вот отправил новый повербанк на день рождения. Я надеюсь, его хватит не только для освещения. Вон, 100% как включили, так есть. Вот такой вот диодный, USB диодный, как это сказать, фонарик. Он нам будет и освещать, и зарядит и камеру, и вторую, и нормально. Вот, это у нас ложка дегтя. Ну теперь давай бочку меда, Иван Григорьевич. Да. Не было бы, как говорится, нет худа без добра, нет добра без худа. Если бы не этот потерянный повербанк, мы бы сегодня не приехали бы сюда. Да, не были бы здесь. Ну. Не были бы здесь, не поймали бы, не порыбачили бы, не полюбовались бы красивым закатом, не увидели бы красивых поклевок, не слышали бы, как горят дрова в печке, трещат, да. Здорово, здорово. Пусть пассиан повербанк, зато мы опять вместе на одну ночь, ну и то неплохо. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Да, нас двое, но это наша компания. Ну. Давай я огурчиком тогда, помидорчиком закусим. Ну, будем толстенькие. Будем. Чувствуется кремлевский? Что-то я не понял, что это такое. Коньяк. А, национальный коньяк. Ну. Угу. Кремлевский коньяк, однако. Ну не будут же пить они самогон. А может и пьют. Кто знает. Ни разу не сидел с ними за столом. А ты помнишь, водка с кепочкой это была, которая открывалась там? Угу. Также правительство пошло в лес отдыхать. Взяли с собой водку.
Один открывает и песик сломался. Ага. И так открывает, и зубами. Говорит, ну как это простой русский народ, так, говорит, открывает такие бутылки. А, с резьбой-то там редкость еще была тогда. Ну да, дефицит. Тоже говорит, голова там, скажем, не будем по фамилиям, это открывает так, щелк, щелк. Ну не знаю, у меня хорошо получается. Раньше помню, моей бабушке эти бутылки с резьбой, вот литровая бутылка с резьбой, я не помню из-под чего. То ли из-под какого-то вина, то ли еще. Но где-то она достала эту бутылку с резьбой, и она хранила ее, не знаю как что. Ну Все да. же с пробками были, Да, помнишь раньше? Да. Винные пробки щелк, щелк. Мгм. Она где-то достала и шла в магазин с этой бутылкой. Мне, пожалуйста, постной вы, ну, растительного масла. Да. Помню эту бутылку, бум, на весы взвесили. Все. И потом Наливай. наливали масло. И все этой баночкой с крышечкой, ох, как удобно. Она долго-долго хранила. А потом, помню, пошли с резьбой эти спирт рояль-то. Помнишь, тоже литровые Ага. бутылки-то были? А то сейчас какие хочешь, стеклянные, пластиковые. Да лучше бы стеклянные были, чем этот пластик, да? Да, конечно. Че, Сколько говна этой природе принесли. да, да где не зайдешь? Где не зайдешь в лес, везде пластиковую бутылку найти, это уже ты гриб в лесу не найдешь так быстро, как пластиковую бутылку. Никто же не убирает за собой. А мы со Скаляпа возили мусор даже. В тот раз с Серегой привезли, мы привезли полностью мешок, мусорку и со Скаляпа. Говорю, сколько километров? Это для аромату Укропчик укроп. с грядки. Да, свежий. Пошел, срезал. Вкусняшка. Все, между первой и второй, ага. Ну, промежуток небольшой. А это у меня собрал черную смородину во дворе. Ага. Один куст был культурный, вот такие крупные ягоды. Один дикий. Второй дичка, мелкие ягоды. Ну, когда отдельно собрал ведро то и ведро это, я понюхал. Дикий аромат. Дикий аромат такой страшный. И все то, что я собрал, трехлитровую банку где-то вот высыпал, вот столько где-то стало. И залил. Ну, не успел еще, времени мало прошло, цвет как у марганцовки стал. Ну, немного аромат уже чувствуется. А если бы он стоялась недели две хотя бы, уже было бы хорошо. У меня тоже домашняя черная и дичка. И вот на огурце принес, думаю, та домашняя, там зеленее листья. Сорвал, принес, Валя понюхала. Нет, говорит, что это, красная что ли? Я говорю, да нет, черная. Не может быть. Аромата нет. Аромата нет. Я говорю, ну сейчас принесу. Принес ту, о, вот эту смородину. Она дикая. Там как раз молодые побежали, я их все равно стричь надо. У меня сколько таких фляжек было. С Москвы привозил, на работе дарили раза два, наверное, к юбилею там охраны. Еще А туда-сюда. это мне подарили, короче, Нет. когда это было? Ни одной удачной фляжки не было. Или по резьбе потечет здесь, или по пайке где-нибудь, Нет, или это снизу. не течет, это хорошая фляжка. Мне, У меня их 3 такие. да, не помню, на 50-летие дарили еще. У меня 3 штуки, я понимаю, для правителей сделано, конечно, еще бы она текла. Ну, ладно. За счастливые деньги. Да. Время, проведенное на рыбалке, в счет Жизнь. жизни не идет. Так что... Мне пишут, да, много, наверное, Иван Григорьевич, говорит, на рыбалку-то ходил. Говорю, правильно, больше рыбачил, чем жил, наверное. С детства. С детства. Только я ничем не занимался. Это я сейчас начинаю тут брать на один зуб, на второй пробовать, на третий, потому что 3 зубов нету. А говорят, надо брать на все зубы. Да. Так что... Ну ничего, живы будем. Не помрем, будем. Чего и вам желаем. Да. Ходите почаще на рыбалку, и все у вас Да. будет хорошо. Ну, Украина, века и добра. Коми! Коми и Украина – близнецы и братья. По крайней мере, у нас с Иваном Григорьевичем за столом полный мир и согласие.
Да в Коми украинцев, блин, 60% наверное, живет. Наверное. Когда в Сыктывкар поехал, ну, все просят украинскую песню, спой украинскую песню. А кто вы? Я же не буду спрашивать, вы кто, коми или русские? Виталик рассказывал, вы поехали там в Москву поехали или в Сыктывкар? В Москву ты ездил, нет? Дни коми в Москве-то, нет? Не. Это, наверное, Александр Масевич ездил, да? Помнишь что? А это вы, наверное, в Сыктывкаре, наверное, с Виталиком выступали, да? Да. Виталий говорит, я коми, играю, говорит, украинскую песню там, не сыгаля воду, вот что такое. Иван Григорьевич, говорит, украинец и поет «Вечер вожен». Это у Лиды Логинович, да, песня? Да. А ты в 8-м же году на праздник охотника-то ходили вместе? Да, вы? да, когда... Лида Логинова, Да, Кстати, ей очень понравилось. Она... с Иваном Григорьевичем мы познакомились именно на этом празднике, празднике охотника. В 2008 году, это 12 лет получается уже назад. Да. Заедем, говорит, еще по дороге, говорит, возьмем Ивана Григорьевича. Еще, говорит, участник. Ну, я думал, выйдет сейчас молодой какой-то там, туда-сюда. Выходит в шапочке, панамка было, что такое вроде. Я говорю, ничего себе участник, я говорю, охотник, говорю, сколько тебе лет-то, говорю, Иван Григорьевич? А познакомились, Иван, Геннадий, за знакомство маханули по 2 чарочки. Я говорю, сколько годков? Тогда тебе было 60 с чем-то, или сколько? Нет, 50 с чем-то. Посчитай, если 73 минут сейчас в 12. 61 год. 61 год был, получается. И говорит, что ты будешь прыгать? Да, я говорю, соревноваться. Мне тогда было минус 12, 48, 30. минус 12, подожди, нет, 48, минус 12. 36. 36, да. Конечно. 36 лет было. А там были вообще пацаны молодые по 20 лет, там, Да. 25 в расцвете сил. Ничего, попрыгали, поскакали, посоревновались, и топором я-то с обрыва прыгали. И не последнее место у тебя было? Нет. 5-е, что ли, да, Да. с 8 там было? Я тогда занял 2-е место в 8 году. В 12-м уже первое уже Уже получилось. знал, что к чему. Что к чему, что и как. Там самое сложное на деревянной лодке переплыть Да. речку Илыч. За Потому что кто не подарками. умеет шестом толкаться, он, естественно, это... А мы с тобой врезались тогда, помнишь? Да, я же не смотрю, я толкаю. Я смотрю, только гляну на берег и толкаю туда. А что лодку снесло? Бам! Блин, думаю, да что такое? И я беру деревянную лодку, сразу не остановить, получается. Конечно, она с ходом. Зад ты не пойдешь, и Да. бамс получается. И я с Иваном Григорьевичем лодкой вместе туда толкаю. Естественно, за это время уже те вперед пошли. И то мы догнали, обогнали. А они что там хапнули все. Ну, я, как естественно, пришел, ну, хозяйственный человек, не оставлять же на острове там мешки. Я все собрал в лодку. Все мешки. Да, и привез им. А в 12-м по-хитрому немного сделали. Я им всегда говорю, надо поставить условия. Откуда стартуем, Да? туда и прийти Вот это надо. место. Они Да. там. Они потом унесет их течением за 200 метров и Бегут. бегут. Да, мы же соревнуемся гребля на лодке, как говорится, а не в беге. бегать. Да. Вот. И в 12 году я, получается, сразу, как только оттолкнулся, пошел вверх по течению. Все туда, а я вверх по течению. Вверх пошел. Да, Пошел вниз наискосок. потом легче. Пошел. Переборщил. Все уже смотрю к мешкам, а я выше этих мешков там метров на 100. Переборщил. Давай обратно вниз по течению. Лодку бросил, побежал еще, намок. Набрал, хватил мешок. Ну а потом-то мне уже легче, естественно. Я уже выше же пошел по течению. Да. А их снесло, потом их еще дальше снесло. И вот как только я прибыл именно в ту точку, откуда мы стартовали, Ты первый. выполнил все условия. Нет. А, ну, А один участник, который второй после меня, он
спустила его ниже, и он бежит с мешком, бежит. И добежал до того места, до подъема, и мешок-то бросил этот. А я уже причалил, ну, одновременно. Он бросил, я причалил в одно время. А я-то знаю условия дальше, что мешок должны там наверх оставить, и лодка якорь бросить. Я около подтягиваю, у меня веревка обрывается на якоре. Ну, кто-то подрезал. Да, я лодку подтягиваю, якорь бросаю из последних сил. Конечно, выматываешься. Я вперед на горку. И горку-то это, потом говорят, мешок наверх. Он-то схватил, а все, он уже второй за мной получается. Ну, с одной стороны, условия выполнил только один. А кого-то там даже МЧС, помню, МЧСовские лодки пригнали, ловили, уплыли до конца. Не каждый же на деревянной лодке-то умеет. Да. Было такое. Было. Вот. Я там тоже быстро, прыгнул в лодку, все. Ну и так на себе наметил, что вот туда надо. Я тоже на выше метил. Но течение несет, и потом раз слышу, дум. Думаю, куда чисто было на речке. Оглядываюсь, а ты меня прешь. Да. Потом развернулись и пошли потом. Нормально. Да. Интересно, весело было. Да. А вечером посиделки, Лидия Логинова, землячка наша певица. О, власти в лицо. Да, нельзя поворачиваться. Да. Только они какие-то суженые. Ну, это сбоку фотографировать. Не влезли. Конечно, что такая узкая это. Надо делать фляжку такую, что портреты повесил. Я бы в рюкзаке носил бы фляжку эту и портреты. Чем шире, тем лучше, да? Конечно, это ж шире, когда... Молодые еще тут еще. Конечно. Сколько лет этой фляги-то? Ну, это, если мне было 50, то что это было 20 лет назад, 2000 год. Это уже они тогда были, да? Да. Но они были, Путин же уже какой срок это у нас? Я уже даже сбился со счета. Вечный срок. Нет, они, вот когда они поменялись. Махнулись не глядя, да? Махнулись, да, и вот, мне нравится, фотография красивая, все, молодые, задорные. Уже Путина вообще уважаю, он рыбак. Щуку 25 килограмм поймал, да? Вот У тебя, наверное, 5-килограммовая было больше. Вот бы меня туда. Туда? Где рыба? Хоть бы раз взял на рыбалку. Да? Возьмет он. Так, ну что? Нормально, ребята хорошие. Нормально, пусть командует парадом. Правильно делает, правильно командует. Мы приветствуем это. Да, ну что. Есть что поесть, есть что выпить. Есть что, все есть. Все есть. Кто не ленится, все есть. Ну, конечно, если ты будешь лежать, под лежачий камень вода не течет. Если был бы правителем, единственный бы поменял, перестал бы платить пособие по безработице. Не верю, что безработица. Да, так работу везде валом. Везде, так не хотят работать. Да, раньше сажали за это, а теперь дают пособие по безработице. Так... Вот это трата денег. Конечно. Я бы полная. И посокращал бы власть, очень много власти, местной власти, очень много. Да, местной много. Потом я бы лучше матерям, каким одиночкам, что-то бы помог лучше. Чем по безработице бычки ходят, в каждой стреляет. Дай закурить. Как на работу входят почту получать каждый месяц. За что? Он что, заработал? Это наши с собой налоги получаются. Конечно. Им идут на безработицу. Я им не должен, я ни у кого не занимал, я сколько живу. А вот не платили бы, они бы работали. Нету работы, да есть работа, всегда есть работа. Вон, деревню развалили, да создайте совхоз, да, также ферму. Почему нет? Все можно. Почему не платить безработице? У меня были бы молодые годы, я бы ферму... Да, и создал бы ферму, и все бы работали. И все бы косили, и луга эти не запущенные были бы, все было бы чисто. И сена хватает, тут же сено, море. Корове что нужно? Сено. Ну да. И картошку. Да, элементарно. Бацем. А может еще успеем, да? Не знаю. Попробовать можно. Ладно, дай Бог.
за сельское хозяйство, чтобы Да. оно вернулось. Конечно, До слез обидно смотреть, когда кусты, все зарастает. поля Такие зарастают, поля. луга зарастают, ничего нету, все рухнуло, деревня Да район, вымирает. одно поле капустой кормило весь район. Морковка, капуста была, 2 поля, все было. Все, теперь трава. И то не все косится. Посредине выкосили, по краям фермеры оставили. У нас уже с Иваном Григорьевичем почти Новый год. Да. Мандаринчики. Ну, привезли свежие, так Валя, порадовать. Говорит. Ну, дай Бог здоровья всем. А зимой Спасибо за приветы, вам всем приветы, всем Украине привет, потому что я много друзей и в армии, все, и хотел Жихареву Сашке с Тольятти передать привет, если он, ну, жив еще там, баянист, хороший парень, служили вместе. Дай Бог здоровья всем. если кто знает его, передайте, пожалуйста, привет. Может, он сам не смотрит канал YouTube, канал Коми Рыбак. Да, очень хороший парень. С Тольятти, да? Да, Жихарев Саша. Жихарев Сашка. Твой годок, да? Да, мы же служили вместе. Не, Какого он года? на год моложе меня. Ну, я в армии организовал эту художественную самодеятельность. Как, Мы как смуглянка, да? Да. Мы ездили с концертами там везде. Короче, очень жизнь была нормальная. Правда, служили по 3 года тогда, ну, что сделаешь. А Время было такое. А войска какие были? Ракетные, Тоже ракетные? да. Однополчанин. Однополчанин тоже ракетный. Ну, у меня РВСН было. Не, у нас межконтинент. У нас, ну, уже прошло, конечно, 20, Можно рассказывать, 25 да? лет, уже можно рассказывать, но все равно это же никто не зароет это. Ну, мы, конечно, было испытание. В Копьяре. Вот Капустиняр в Казахстане, нет? с Урала запустили и в Атлантику, ну, то есть в Тихий океан, Мгм. в районе где-то, ну, в таком направлении, где-то в районе Кубы, там наши корабли стояли. Вот, ну, когда вот первого корабля контролера 330 метров упало, это баллон этот. Мгм. Ну, это- Пустышка, да? Да, пустышка, но он упал и плавает. Вот, заметьте. А так С бы было, Урала. а туда можно было уже заряд. Так если заряд, так это такая волна бы уже Затопило выплеснулась, все. выплеснулась бы и на Кубу, и на Америку, и куда хочешь. Ну, это все было. Так, ну что, друзья, сделаем небольшую рекламную паузу. Мы пока покушаем, но не переключайтесь, дальше будет интересно. Привезли баян мы не зря. Будет немножко от нас художественной самодеятельности. Да, тут Для нас, мы сами с Иваном Григорьевичем давно уже зимой хотели взять баян в избу, но буксировщика то места мало нет. Сегодня мы ехали да вдвоем. пальцы мерзнут. Да, Иван Григорьевич, пальцы мерзнут, пальцы не так работают, ну, постараемся. Как получится, так получится. Так что рекламная пауза, смотрим рекламу, если вы желаете, конечно, помочь каналу Коми Рыбак. Знайте одно, что каждая просмотренная реклама вами – это небольшая копеечка в казну канала. А как бы деньги лишними никогда не бывают. Немножко-немножко, но капает за рекламу. Ну, пропустите, так пропустите. Что теперь? Не капнет, да и все. Так что рекламную паузу смотрим, не переключаемся. Скоро мы вернемся.